Камелия японская, ее внутривидовое разнообразие в условиях влажных субтропиков Абхазии. Так звучит тема диссертации Индиры Кирия. Аспирант, школьный учитель, сотрудник Института ботаники, многодетная мать. Своей темой молодой ученый заинтересовало все научное сообщество. Впервые была проведена инвентаризация и идентификация сортового разнообразия японской камелии в ботанических коллекциях Абхазии. Новизна работы заключается в объединении таксономических, биометрических и экологических подходов при определении и изучении генофонда этой ценной субтропической культуры. Камелия японская, имеющая с древних времен множество сортов, является ценным декоративным растением. В последние трети 19-го, начала 20-го столетия на Черноморском побережье Кавказа, в том числе и в Абхазию, было интродуцировано около 200 сортов этого растения. Однако со временем многие из них выпали, а многие из оставшихся остались без идентификации. Несмотря на все достоинства камелия японская, а именно вечнозеленость, длительное цветение в зимний период, гипоаллергенность, яркость и необычность цветков, в урбаноценозах Абхазии она встречается незаслуженно редко. Для достижения круглогодичной декоративности насаждений курортного региона целесообразно шире использовать богатый, опробированный в край ассортимент сортов камелии японской. Научный руководитель Сергей Бебия, соруководитель Татьяна Гуланян. Ученые утверждают, что Индира Кирия обратилась к чрезвычайно интересной и фактически новой теме в ботанической науке. Вообще, когда шел выбор темы, когда мы обратились к этой теме, мы засомневались изначально. Род камелия, вообще изучение камелии очень-очень архисложное. И работа выбрать тему была тоже так же сложной, таким. Мы попросили Карпуна, один из ведущих дендрологов Советского Союза, как вы знаете его, вечная память. Он говорит: Сергей Михайлович, не беритесь за эту тему. Вы не сможете одолеть эту тему. Почему это он говорил? Потому что действительно тема очень серьезная по тем причинам, что этот род, то есть этот вид характеризуется огромной полиморфностью. Сортовое разнообразие свыше 2000. Объект очень тяжелый, и наши сотрудники сада знают, что несколько наших серьезных очень ученых старшего поколения пытались взяться за эту работу, но отказались. Мы ездили к Юрию Николаевичу Карпуну, он, оказывается, даже с Сергеем Михайловичем потом говорил, и мы спрашивали, как нам быть, потому что мы уже видели статью по поводу сортового разнообразия, которую они с Перфильевой написали. Карпун сказал: ни в коем случае. Вот так прямо, знаете, он был такой очень человек резкий. А Индира говорит: нет, я буду. На диссертацию Индиры Кирия пришло множество отзывов из различных научных учреждений зарубежья. Официальный оппонент Евгений Банаев, доктор биологических наук из Сибири, выступил в диспуте с замечаниями, оценкой и предложениями по работе Кирия. Представленная Кирией Индирой Валерьевной диссертация является весьма актуальной, поскольку по имеющимся данным сортовое разнообразие этого вида в условиях Причерноморья за последние столетия в значительной мере утеряно. Считаю, что структурная организация диссертационной работы Кирия Индиры Валерьевны выполнена вполне соответствует уровню кандидатского исследования. Диссертационная работа посвящена анализу разнообразия внутривидовых таксонов на территории Черноморского побережья Абхазии с проведением оценки биоэкологических, морфометрических, фенологических, декоративных особенностей и отработкой технологий их размножения. Объем выполненной работы значительный. Исследования проведены во всех значимых парках и садах города Сухум, арборетуме и субтропическом дендропарке Бин-Ана, 5 городских парках. Были также исследованы отдельные частные коллекции. Всего выявлено 55 сортов и 10 сортообразцов. Общее количество 277 образцов. После того, как соискателю были заданы все вопросы от оппонентов ученого совета и была дана возможность на них ответить, состоялось тайное голосование. В соответствии с результатами голосования решением разового диссертационного совета Кирии Индире Владимировне присваивается научная степень кандидата биологических наук по специальности ботаники. Поздравляем! Всего за 3 дня кандидатами биологических наук стали 6 абхазских ученых.
Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.